Добрый день, участники Олимпиады, педагоги и все, кто нас смотрит. В этом году разбор заданий по региональному этапу Олимпиады нам прислала Центральная предметно-методическая комиссия по географии. Поэтому сейчас вы посмотрите в течение примерно полутора часа разбор заданий, презентацию по разбору заданий. И после этого мы сделаем краткий анализ работ. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые участники регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии. С вами председатель Центральной предметно-методической комиссии по географии Богачев Дмитрий Викторович. Сегодня мы разберем с вами задания регионального этапа. Напомню, что задания состоят из 3 туров. Региональный этап состоит из 3 туров. Общее суммарное количество баллов по результатам выполнения всех заданий может составить максимум 100 баллов. По теоретическому туру 60, по практическому туру 20 и по тестовому туру 20. Начнем разбор. Разбор создан в форме презентации. Я вам сейчас ее вывожу на экраны. Вот. Ну и мы начинаем разбор с теоретических заданий. Первое задание предназначено для участников регионального этапа, выступающих за 9 классы. Я знаю, что в региональном этапе участвуют и 8-классники, и даже 7-классники. Это задание в большей степени посвящено физической географии материков и океанов. Ну, а если говорить о разделах географии, то это геоморфология, наука о рельефе. Ну и задание посвящено аккумулятивным формам рельефа. Навеяно это задание произведением американского писателя-фантаста Фрэнка Герберта. Называется это произведение «Дюна». Ну и, соответственно, посвящено вот этой аккумулятивной форме рельефа. Дело в том, что Фрэнк Герберт долгое время вел репортажные записи о работе ученых лесного управления Соединенных Штатов Америки, которые работали в штате Орегон, проводили исследования динамики вот этих форм рельефа, да, то есть вот этих дюн. Ну и Герберт был настолько впечатлен работой ученых, что все его произведение было пронизано вот именно вот этой работой песков, да, передвижением песков. И естественно, что само произведение получилось очень впечатляющим. Да, это классика фантастики. Но так или иначе, это только вот навеяно. А все остальное, да, за само задание вот посвящено уже непосредственно дюнам. Вот как формы рельефа все знают, что они в большей степени распространены на морских побережьях и на территориях с недостаточным увлажнением. Вот. Ну и по описанию, да, согласно описанию, согласно вот тем заданиям, которые были ниже, можно было сразу догадаться и о романе, и о форме рельефа, что это дюна. За правильный ответ назначалось 2 балла. Ну и я сразу предвижу вопросы, на что если был указан там бархан, были указаны какие-то другие аккумулятивные формы эолового рельефа. Ну, понятно, что была загадана дюна, вот, поэтому здесь однозначно 2 балла. Если был указан бархан, ну, я думаю, не будет сильным
преступлением, да, не будет сильным нарушением, если мы за такой ответ участнику засчитаем 0,5 балла, да, 0,5 балла. То есть хотя бы указал, что это бархан, да, и это вот аккумулятивная форма эолового рельефа. Ну, а дальше вопросы связанные, да, вот как раз каково происхождение данной формы рельефа, да, и действительно это ветровая форма, да, ветер сносит песчинки, вот, ну и песчинки откладываются в форме вот таких положительных аккумулятивных форм, ну или по-научному эоловая. Вот. И тот, и другой ответ верен. Вот. Ну и здесь 2 балла однозначно. Какой ущерб наносят эти формы рельефа хозяйству? Да, ну вот мы перечислили в примерном разборе ответов, да, и в тех самых методических рекомендациях по проверке на самые распространенные формы ущерба, вот, которые наносят дюны, да, при своем передвижении они засыпают хозяйственные объекты, на населенные пункты, элементы инфраструктуры. Ну и вот здесь даже в презентации на фотографии хорошо видно вот такое, да, засыпание. Вот одна из деревень, да, один из населенных пунктов, который практически был засыпан вот такой передвигающейся дюной, передвигающимся песком. Ну и это самое серьезное, самый серьезный ущерб за указание хотя бы одного вида ущерба, да, вот назначается 1 балл. Вот, причем вот мы не стали расшифровывать здесь, какие элементы инфраструктуры. Это могут быть дороги автомобильные, это могут быть железные дороги, линии связи, электропередачи и так далее. То есть вот нарушение связанности на работы этих объектов. Следующий вопрос, связанный, опять же, с дюнами, да, вот с изучением дюн. Почему эти формы рельефа исследовали именно ученые лесного управления? Вот, ну и нужно было кратко описать мероприятия по снижению потенциального ущерба. Вот. Опять же, широко известно, да, что именно лесные насаждения, что именно лесная растительность, которая закрепляет грунт своими корнями, препятствует движению песка. Ну и, естественно, потому и лесное управление, лесной департамент, вот, и здесь вот американские ученые не были пионерами, нужно сказать, да, в нашей стране, вот опять же, в Калининградской области работы по закреплению перемещения песков велись очень давно. Ну и вот как раз памятник, объект всемирного наследия, Куршская коса, не что иное, как произведение вот такого инженерного и лесного, да, хозяйства, вот, искусства, которое представляет из себя, с одной стороны, природное образование, да, но с другой стороны, творение рук человеческих. То есть основная мера предотвращения – это закрепление древесной и кустарниковой растительностью, вот, растительностью, у которой хорошо развита корневая система. Вот затем появляется дерн, затем появляется травянистая растительность, которая закрывает песчаную поверхность дюны, ну и дюна прекращает свое движение. Вот. Ну и опять же своеобразным памятником вот такой деятельности является дюна Эфа на Куршской косе, которая в настоящий момент практически полностью закреплена. Дальше необходимо было нарисовать на дюну
Ну и нарисовать бархан, вот, и в соответствии с этим был вопрос, что существует еще одна похожая по генезису форма рельефа, да, кумулятивная форма рельефа, вот, но она имеет отличную конфигурацию, она отличается. Ну и вот здесь в таблице, да, где нужно было, в полях для ответа, где нужно было нарисовать эти формы, вот нужно было дюну нарисовать, да, выпуклым центром, телом, да, дюны вперед, да, по ветру, да, вот стрелка как раз обозначала направление ветра, у бархана вот эти краевые части, да, эти рога должны быть направлены вперед, а вот наоборот выпуклая часть, основная часть тела бархана должна быть направлена к дюне. Здесь все просто. Дюна перемещается очень медленно, потому что краевые части у нее уже задернованы в большей части. Ну и, естественно, в этом и есть главное отличие. Да. И вот как раз про отличие был следующий вопрос. Вот. Ну и если участник Олимпиады отвечал вот как раз о разнице конфигурации, да, и о том, что краевые части у дюны закреплены, у бархана не закреплены, вот, можно было засчитывать 1 балл. А в других случаях такой балл просто-напросто не засчитывался. Ну, какая из этих форм более динамична и почему? Ну, ответ следует из предыдущего ответа. Естественно, более динамичная форма бархан, вот, поскольку совсем не закреплен растительностью. Как я уже сказал, стрелка показывала направление ветра, да, и вот такой ответ тоже давал 1 балл. Ну а дальше следовали вопросы, связанные с эрозионными формами эолового рельефа, да, ветрового рельефа. Вот их две, да, вот таких самых распространенных. Вот это дефляция. Она появляется на равнинных участках, которые сложены рыхлыми горными породами, где рыхлые грунты, ну и просто-напросто происходит выдувание. От дефляции очень сильно от выдувания страдают наши степные равнинные участки, которые распахиваются в результате сельскохозяйственной деятельности, в результате развития сельского хозяйства. Ну и, естественно, это большая проблема вот в некоторые годы даже отмечаются вот такие черные полевые бури, особенно в черноземных районах, когда иссушенная верхняя часть грунта выдувается ветром, ну и, естественно, выносится огромная часть плодородного слоя, то есть это большая проблема. Иногда вот такие явления приводят не только к выдуванию, да, почвы, не только к пыльным бурям, но и к так называемому препарированию твердых пород. То есть это когда равнинный участок сложен одновременно и твердыми, и мягкими породами. Вот мягкие породы выдуваются, а твердые выходят на поверхность, то есть остаются вот, ну, в форме каких-то участков или склонов, или выступающих частей. Вот. Ну и как раз вот это основные последствия, да, выдувания почвы, дефляции. Вот за такой ответ начислялся еще 1 балл. Ну и еще одна форма, да, вот такого эрозионного рельефа — это коррозия. Она проявляется в горных местностях, в горах или там, где на поверхность выходят твердые породы. Вот здесь в образовании таких форм участвует не только ветер, но и а, песок, сам песок, сами песчинки, потому что, поднимая их, ветер
практически работает как абразив, как наждачная бумага. Ну и вот вы видите такие формы рельефа, да, это могут быть качающиеся грибы, да, это могут быть качающиеся камни, они всегда больше источены в нижней части, да, а верхняя вот таким образом расширяется, ну и происходит образование совсем уж причудливых форм, иногда арок, иногда каких-то мостов, ну и так далее. Ну и я еще раз подчеркну, что проявляются они в горах или на равнинных участках с выходом твердых пород и при участии не только ветра, но и песчинок, которые ветер поднимает. Вот. За правильный ответ, за коррозию, вот, назначался еще 1 балл. Таким образом, суммарное количество, итоговое количество баллов за выполнение этого задания в максимуме может составить 15 баллов. Следующее задание, оно также первое, но первое для 10 и 11 классов. Задание посвящено экономической географии, задание по экономической географии мира. Вот. Ну и здесь есть краткая преамбула. Вот в таблице 1 приведены координаты конечных пунктов 3 трансграничных инженерных сооружений одного типа, которые были построены в 21 веке, закончены в 21 веке. Что это за сооружение? Вот для каждого из этих сооружений нужно было подобрать координаты начального пункта из предложенного списка, ну и заполнить, естественно, пустые ячейки таблицы. То есть что было в таблице? Да? В таблице была колонка «Географические координаты начального пункта», нужно было букву вписать, или сами координаты, тут не важно, да, но самое главное, чтобы это было вписано правильно. Вот. Географические координаты конечного пункта содержались. Вот, и по каждому из этих сооружений. И для примерного определения, да, как раз нужен был черновик в форме контурной карты. Этот черновик мог послужить подспорьем, да, и контурная карта могла послужить подспорьем еще и в решении других заданий Олимпиады. Поэтому черновик здесь был нужен. Ну и нужно было заполнить страны, на территории которых расположено это инженерное сооружение. Вот, ну и, соответственно, и из описания, из того, что они трансграничные, вот, по конечным координатам вот этого пункта назначения, вот можно было сделать вывод о том, что это газопроводы, магистральные газопроводы или трубопроводы, то есть здесь трубопроводы, да, газопроводы. Здесь не было принципиального отличия в назначении баллов, то есть за все эти определения, да, за все эти названия можно было получить 1 балл, но ни в коем случае балл не получался, если отвечали участники о продуктопроводах или о нефтепроводах. То есть вот здесь нельзя было это указывать. Этот ответ абсолютно неверный. Ну, а теперь о самих этих инженерных сооружениях. Вот первое из них, да, с конечным пунктом с координатами 44 градуса 11 минут северной широты, 80 градусов 28 минут восточной долготы. Да, к нему подходила пара под буквой «Б», 38 градусов 57 минут северной широты и 64 градуса 8 минут восточной долготы. Это известный
газопровод, который начинается в Туркменистане, да, в местечке Ламазак Либабского вилаята, вот, ну и проходит по территории Узбекистана, Казахстана, нацелен в Китай. И вот как раз конечная точка располагается в Хоргасе, Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Но на самом деле сам газопровод продлевается, продолжается дальше и заканчивается вот как раз на востоке Китая, то есть проходит практически через всю страну, и он является одним из самых длинных в мире магистральных газопроводов. Вот. Но самый длинный, вот он следующий, самый длинный в Южной Америке. Следующий газопровод, вот это газопровод Боливия-Бразилия, да, который называется «Газбол». Действительно, протяженность его составляет более 3000 километров. И это буква «В». И здесь можно было сеять, да, как раз по долготе, найти пару координатам конечного пункта. Вот, начинается в Санта-Крузе, это 17 градусов 47 минут южной широты и 63 градуса 12 минут западной долготы. Ну, а заканчивается в Порту-Алегре, это провинция Рио-Гранде-ду-Сул, Бразилия. Следующий газопровод – это как раз газопровод, который построили позднее всего, ввели в эксплуатацию позднее всего. Это газопровод из России в Китай. Ну и пара к конечной точке, да, к точке 50 градусов 15 минут северной широты, 127 градусов 29 минут восточной долготы. Это буква А, да, с соответствующими координатами. Вот я и здесь читать не буду. Ну вот примерная схема и этого инженерного сооружения, она здесь есть на картинке. При желании всегда можно найти этот маршрут и в интернете. Ну и вот здесь именно с этим газопроводом связана следующая часть задания. Какое из этих сооружений было введено в эксплуатацию позже остальных, я уже сказал, что это самое молодое из перечисленных инженерных сооружений. Вот нужно было написать соответствующую букву в таблицу, это буква А, за что начислялся 1 балл. Дальше нужно было указать, в каком году это произошло. Это произошло совсем недавно. Событие широко освещалось в средствах массовой информации по телевидению, поэтому событие очень большое, очень большого масштаба. Вот поэтому я надеюсь, что все участники помнят, когда было введено это сооружение в действие. Участвовали в этом президенты обоих сторон. Да, вот, и называется это сооружение «Сила Сибири». Вот опять же в средствах массовой информации о этом газопроводе постоянно проходит информация. Ну, а дальше нужно было кратко охарактеризовать начальную и конечную точку, начальный и конечный пункт этого инженерного сооружения. Ну и для «Силы Сибири» начальным пунктом является Чаиндинское нефтегазоконденсатное месторождение. Вот. Или достаточно было указать Чаиндинское месторождение, вот, что тоже было правильным.
располагается, да, то есть нужно было указать название единицы административно-территориального деления. Где? Ну, понятно, что в Республике Саха, в Якутии, вот уже этого достаточно было для получения 0,5 балла. Ну, вот кто-то мог указать и Ленский район Якутии. Это более подробно, ну вот 0,5 балла. Экономическая специализация территории, которая связана с сооружением, естественно, это нефти и газодобыча. Вот за указание данной специализации можно было получить 1 балл. Конечным же пунктом, да, понятно, что есть несколько пунктов, да, на территории России, но открывали как раз этот газопровод, да, открывали это инженерное сооружение, когда была налажена спайка с территорий Китая, да, ну и вот город Хэйхэ и в провинции Хэйлунцзян китайской, это конечная точка, да, конечный пункт маршрута пролегания данного инженерного сооружения. Вот за указание города можно было получить 1 балл, да, вот опять же за указание провинции можно было получить 0,5 балла. Ну, а экономическая специализация территории, которая связана, опять же, с сооружением, это химическая промышленность, это газопереработка. Вот, естественно, что только эта промышленность использует на данное сооружение и влияет на специализацию территорий. Мы ожидали, да, мы знали, что могут некоторые ответить, что это газ идет на отопление, то есть жилищно-коммунальная сфера, вот, но, однако, это неверный ответ, то есть это не может являться экономической специализацией территории. Таким образом, по баллам здесь можно было набрать 15 баллов, также максимум, вот 15 баллов. Ну и 15 баллов человек может набрать только, участник может набрать только при условии всех верных ответов. Следующая задача, вторая задача. Задача, связанная с земельными ресурсами, с использованием земельных ресурсов, с одной стороны, а с другой стороны, связана с природными зонами. Вот, ну и необходимо было связать землепользование по перечисленным странам, да, и расположение этих стран в основных природных зонах. Была дана таблица, где как раз указывалось преобладание земель, обрабатываемых, кормовых угодий, то есть пастбищ, лесов, это продуктивные земли, и учитывались непродуктивные земли. Да, вот тут 4 категории, 3 из которых это продуктивные, 1 непродуктивная. Ну и дано было сочетание природных зон. Тайга, смешанные широколистные леса, субтропические леса и пустыни, тропические и субэкваториальные леса, саванны и пустыни, и влажные экваториальные леса. Что мы получили в итоге? Ну вот 2 страны в таблицу в эту были уже внесены. Это Греция, которая располагается в поясе субтропических лесов и пустынь. Да, но, естественно, вот в Греции преобладают пастбища, то есть естественные кормовые угодья. И внесена была в таблицу Шри-Ланка, где преобладают непродуктивные земли, но расположена страна в зоне влажных экваториальных лесов. Остальные страны, вот эти 12 стран, нужно было в таблицу разместить. Вы видите это размещение. Здесь в зоне тайги присутствует Германия с преобладанием обрабатываемых земель.
Великобритания с преобладанием кормовых угодий, с пастбищ, Россия с преобладанием лесов и Норвегия с преобладанием непродуктивных земель. В субтропическом, в поясе субтропических лесов и пустынь это Турция с преобладанием обрабатываемых земель. Это уже внесенная в таблицу Греция, это Грузия с преобладанием лесов, это Израиль с преобладанием непродуктивных, опять же, земель. В зоне тропиков и субэкваториальных лесов, саванн и пустынь, в Бангладеш преобладают обрабатываемые земли, в Парагвае пастбища, кормовые угодья, леса преобладают в Мьянме, ну а в Пакистане преобладают непродуктивные земли. Ну и, наконец, влажные экваториальные леса. Вот здесь из незаполненного в зону лесов попадает лишь Габон, а две ячейки напротив обрабатываемых земель и напротив кормовых угодий пастбищ должны были остаться незаполненными. Участники Олимпиады должны были здесь поставить прочерки. А вот за правильное заполнение всей таблицы назначалось 13 баллов. Да, то есть по 1 баллу за правильно заполненную ячейку, за правильно поставленную страну из указанного списка, ну и по половинке балла за ячейки, оставленные пустыми, вернее, там, где поставлены в ячейку прочерки. Вот именно с этими прочерками и была связана вторая часть данного задания. Нужно было ответить на вопрос, а есть ли страны, для которых возможно сочетание земель вот для пустых ячеек. Конечно, таких стран нет. И если такой ответ следовал, то участник получал 1 балл. Ну и нужно было указать или почему нет, да, ну или, соответственно, указать, почему да. Ну вот правильно, конечно, правильный ответ нет, да, ну и объяснение здесь было достаточно 2 причин, указать 2 причины. Но самое главное, что все эти 2 причины должны быть связаны с тем, что сведение влажного экваториального леса порождает после себя безжизненную пустыню практически, да, вот то, что изображено на рисунке, на фотографии внизу. Почему? Потому что влажные экваториальные леса отличаются очень быстрой циркуляцией вот всех биогенных веществ. Все это включено в круговорот, да, внутри биогеоценоза все эти биогенные вещества. Ну и как только нарушается равновесие, да, как только сводятся леса, верхний слой почвы, которого практически нет, да, все биогенные элементы циркулируют внутри влажного экваториального леса. Полностью биогеоценоз погибает, то есть появляется пустыня, да, вот эти все вещества быстро вымываются, ну и практически вымываются до коренной породы. Влажные экваториальные леса очень плохо восстанавливаются. Это практически невосполнимые утраты. Ну и за полный верный ответ начислялось максимум 15 баллов. Следующая задача. Она была связана с социальной географией, с географией населения и посвящена диаспорам. Вот дано было определение диаспор. Мы здесь членами ЦПМК произвели интегральное определение, да, дали определение, которое объединяет в себе несколько, вот что диаспора это культурная группа людей, которые проживают вследствие различных причин за пределами исторического ареала расселения, ну или за пределами своей родной страны.
Но также диаспорами иногда называют любую этнокультурную группу, которая пришла извне в страну своего современного проживания. Ну и нужно было заполнить ячейки таблицы. Здесь некоторые ячейки уже были заполнены. Вот, значит, таблице нужно было указать название диаспоры, были заполнены индекс И, да, который отражает соотношение совокупной численности диаспоры к населению родной страны, то есть соотношение жителей внутри страны, да, к жителям, которые из этой страны вышли. Ну и была указана страна с самой большой численностью диаспоры. Вот здесь пришлось поднять многочисленные статистические источники, да, спрашивать мнение экспертов. Ну и мы постарались вот здесь указать это все очень верно, да, то есть выверили несколько раз. И действительно, эти наши изыскания, да, они совпадают с мнениями ученых, которые занимаются вот миграциями и размещением диаспор. Итак, первая диаспора – это китайская, да, она самая большая по численности за рубежом, да, ну и по некоторым оценкам там ее численность совсем большая. Вот. Следующая – индийская. Дальше следует русская диаспора, диаспора русского населения, польская, украинская, армянская, еврейская, итальянская, греческая и цыганская. Опять же, о некоторых названиях некоторых диаспор можно было догадаться не только по данным таблицы, да, не только по вот указанному соотношению, да, допустим, армянская легко угадывалась по совокупному соотношению численности диаспоры к населению родной страны, к Армении. Не только по стране с самой большой численностью данной диаспоры, да, зарубежной страны, вот, но еще и по тем вопросам, которые задавались во второй части задания, то есть были на странице ниже, вот. Но за каждую верно указанную диаспору, за каждое верно указанное название начислялся 1 балл. Таким образом, 10 баллов можно было набрать по правильному заполнению таблицы. Ну и вот они вопросы. Да. С диаспорой 1 связано формирование в городах по всему миру этнических анклавов, один из самых крупных из которых, да, и известных, сложился в Сан-Франциско в XIX веке в Америке. Ну и англоязычное название этого квартала стало нарицательным. Да, вот. Как он называется? Зная о самой большой в мире диаспоре, да, вот можно было, вот, ну и связав это с Сан-Франциско, с нарицательностью, вот, можно было угадать, что это Чайна-таун, китайский квартал. Вот, ну и во многих городах места компактного проживания, территории компактного проживания китайцев так и до сих пор именуются Чайна-таунами. Следующий вопрос. Наибольшее число представителей диаспоры 2 среди европейских стран проживает в Великобритании. С чем это связано? Ну вот диаспора 2, вторая по численности в мире, вот опять же связана с большой страной, с Индией, это индийская диаспора. Ну а связано это с тем, что исторически существовала Британская империя, ну и Индия была колонией Великобритании, вот, но вот так уж сложилось, вот эти связи до сих пор существуют, ну и, конечно, те, кто уезжает из Индии, долгое время, в основном выезжали в Великобританию, ну и среди европейских стран по числу выходцев из Индии Великобритания действительно лидирует. Дальше, следующий вопрос. В оценках численности диаспор 2 и 3 допускается больше всего неточностей. Нужно было указать почему. Ну вот смотрите, по индексу, который, соотношение выходцев и из страны, и родной страны исхода, все нормально. Но дело в том, что
страны, как Индия, так и Россия, являются многонациональными странами. Да, и очень часто к русским, да, в русскую диаспору причисляют не только русских и выходцев из России, но еще и выходцев из Советского Союза, вот, которые этнически русскими могут даже и не являться. То же самое и для Индии. Да, все выходцы из Индии индийцы, да, но на самом деле здесь и пенджабцы, и кашмирцы, и много других народов, то есть Индия многонациональная страна. Отсюда разброс, оценка численности может очень и очень разниться вот, по данным диаспорам. Вопрос сложный, вот, ну и за ответ, если не отвечал участник правильно, много не терял, да, 0,5 балла. Ну, а если отвечал правильно, то на эти 0,5 балла набирал. Следующий вопрос. Численность диаспор 3, 5 и 6 резко увеличилась в 1991 году. Ну и вопрос, в результате какого исторического события это произошло. Ну, вот это распад Советского Союза. Вот почему? Ну, потому что единовременно, моментально русские, украинцы и армяне, вот те, кто перечислен в данной таблице, да, которая была в задании, стали жить за пределами своей родной страны, да, то есть те армяне, которые жили в России, на Украине, вот они оказались сразу за пределами Армении, вот, естественно, уже сразу став диаспорой. Для диаспоры 7 индекс на соотношение численности вот этот И было невозможно вычислить до 1948 года. Почему? Ну и вот вопрос, связанный с появлением израильского государства, еврейского государства Израиля. Вот как раз в 1948 году была провозглашена независимость Израиля. Ну, а до этого, естественно, если нет государства, то и вот этот коэффициент, да, этот индекс вычислить абсолютно нельзя. За ответ 1 балл. Ну и последний вопрос данного задания. Вот для диаспоры 10, и как раз это и подсказка, да, вычислить индекс до сих пор это невозможно. Тоже почему? Ну, последняя диаспора, да, здесь 10-я по численности, это цыгане. Государства цыган, вы знаете, не существует. Ну и вот можно было получить еще 1 балл. Таким образом, максимальная оценка составляла 15 баллов и по этому заданию. Ну и задача 4, она связана с экономической географией России, вот, и с специализацией отдельных регионов, вот, точнее, вот здесь со структурой экспорта, да, и есть два вида, да, структуры экспорта. Это отраслевая структура экспорта и территориальная структура экспорта. Вот первая часть задачи была посвящена как раз отраслевой структуре экспорта. Да, была дана структура как раз экспорта по отраслям, по 8 регионам. Регионы России, да, субъекты Федерации России здесь были перечислены. Амурская область, Забайкальский край, Иркутская область, Республика Карелия, Липецкая область и Пермский край. Ну и нужно было вот эти субъекты Федерации расставить правильно в соответствии с их структурой экспорта, вот, то есть пронумеровать по номеру таблицы от 1 до 8. Вот. Ну и, соответственно, для первой таблицы соответствует первая структура, то есть для Иркутской области соответствует первая структура, первая таблица, для Пермского края вторая. Ну и маркеры, да, можно указывать вот здесь самые главные. Но, конечно, для Иркутской области это совокупность экспорта цветных металлов, леса и лесоматериалов, и бумаги и целлюлозы в совокупности с углем. Да, вот здесь это очень важно. Вот. Для Пермского края, да, вот для второго
второй таблицы. Это, с одной стороны, удобрения, да, затем это нефть и нефтепродукты в совокупности с машинами и оборудованием, а также с лесом и лесоматериалами, хотя тут немного выводится относительно других, но также в структуре экспорта это одна из основных статей. Забайкальский край, да, это прежде всего, конечно, руда цветных металлов, да, это уголь, это железные руды. И вот смотрите, чем можно было отличить от Иркутской области. Вот здесь полностью отсутствует, да, как раз бумага и целлюлоза. Вот, среди основных статей, экспортных статей. Для Липецкой области это и черные металлы, и машины. Смотрите, здесь зерновые, на отходы пищевой промышленности и растительные масла. То есть это сразу говорит нам, выдает нам очень хорошо развитый агропромышленный комплекс, да, сельское хозяйство. Ну, а из указанных субъектов России, да, как раз только в Липецкой области это возможно. Карелия выделяется железными рудами, да, и бумагой и целлюлозой, а также здесь, конечно, это рыба и морепродукты. Вот еще одна статья экспорта, да, ну и, конечно, лес и лесоматериалы. Ну, а Амурская выделяется электроэнергией, золото, да, Дальний Восток, вот. Масличные культуры, вот, это как раз связано с экспортом сои, да, как одной из масличных культур, растительные масла, да, ну и лес и лесоматериалы. Вот как раз нам Дальний Восток, опять же, такое развитие моноспециализации в сельском хозяйстве, да, развитие отдельных отраслей сельского хозяйства, ну и также еще эталон, то есть таким реперным, да, явилось золото. Вот, ну, при правильном при правильной расстановке всех субъектов федерации по соответствующим им структурам отраслевым структурам экспорта можно было получить 6 баллов. Ну, а оставшиеся 9 баллов можно было получить вот именно на следующей второй части, которая была посвящена уже территориальной структуре экспорта России, то есть по отдельным территориям. Здесь были даны товарные категории, ну и нужно было указать, какой из перечисленных, опять же, субъектов федерации лидирует по каждой перечисленной здесь товарной позиции, товарной категории. Вот. Ну вот азотные удобрения, да, это Новгородская область, аммиак, Самарская область, живой крупный рогатый скот, это Республика Бурятия, мучные и кондитерские изделия, Кемеровская область, олово, Новосибирская область, пластмассы, Республика Татарстан, соевое масло, Калининградская область, соль, Оренбургская область, суда, это Санкт-Петербург, ну и титан, это Свердловская область. Здесь довольно интересно распределялись баллы. Вот дело в том, что начислялось всего здесь 9 баллов, на 10 не начислялся. Почему? Все очень просто. Последний регион при правильно угаданных на 9 автоматически встает на свое место, ну и, естественно, здесь балл не начисляется. Таким образом, можно было здесь заработать 9 баллов, ну и в совокупности получить за это задание 15 баллов. Ну и таким образом, смотрите, за теоретический тур можно было получить 60 баллов максимума, да, 60 баллов максимально. Дальше это задание
по карте задания практического тура, которые были сброшированы вместе с заданиями теоретического тура, вот, ну и задания по карте. Вот. Я сразу предвижу критику в адрес Центральной предметно-методической комиссии по географии за качество карты, но уверяю вас, что даже в черно-белом варианте эта карта была почищена, да, эта карта была поднята, у карты был увеличен контраст, вот, ну и всю необходимую информацию, опять же, с этой карты можно было считать вот, при нормальном качестве печати. Опять же, качество печати нами было заявлено для регионов, и технические возможности регион, ну, имел время найти. Дело в том, что о технических особенностях размножения, да, этих заданий по географии было сообщено заранее. Вот еще несколько дней назад все организаторы знали о том, какого качества печать нужна, ну и имели возможность подготовить необходимое оборудование для этого. Вот. Ну и на обычном принтере, да, вот у меня домашний принтер, на домашнем принтере качество получается ничуть не хуже, и все необходимые элементы можно прочитать. Ну и мы все-таки вернемся к разбору заданий. Первое задание было связано с территорией. Какой город изображен на карте, в какой стране город располагается, находится, как называется географическая и историческая область, центром которой являлся этот город, ну и какое название город носил в период до 1921 года. Это город Алма-Ата, или Алматы, современное название, 1,5 балла, да, за правильно угаданный город. Это Казахстан, 1 балл за правильно указанную страну. Это историческая область Семиречья, или ее называли еще Семиреченская область. Сейчас все больше на картах этой области обозначается как старший ЖУЗ, то есть ареал расселения, да, казахов старшего ЖУЗа, 1,5 балла за такой ответ, за любой из таких ответов. Ну и до 1921 года город носил имя Верный. За указание этого названия города можно было бы получить 2 балла. Таким образом, 1,5 и 1,5, 3, 4 балла за первые 3 вопроса, и за верный, да, 2 балла, 6 баллов за первую часть максимум. Вторая часть практического задания. Отроги какой горной страны, горной системы изображены на карте. Ну, опять же, тут для знатоков географии не представляет никакой трудности указать или Тянь-Шань, или еще точнее Северный Тянь-Шань, или еще точнее Заилийский Алатау. То есть любой из этих ответов принимался как верный ответ и давал еще 1 балл. Ну и вот в итоге за 2 части получали участники 7 баллов. Следующая, 3-я часть. Требовалось определить масштаб карты, вот, ну и привести расчеты. 3 основных способа определения масштаба. Да, верный ответ – это 1/50-тысячная, или в 1 сантиметре
500 метров. Это вот верный ответ, вот. Но верный ответ засчитывался полностью, засчитывается полностью, если присутствуют какие-то пояснения, да, пояснения, связанные вот как раз со способами определения масштаба. Ну, начну с третьего. Да. Третий способ самый легкий. Он не требует вообще никаких расчетов, а требует знания номенклатуры, соединений, да, вот этих листов топографической карты, да, и существует та самая разграфка и номенклатура листов топографической карты, покрывающая всю нашу планету. Вот. Ну и здесь даже не сколько знания этой номенклатуры, да, а знания о масштабе листов, да, и обозначенной номенклатуры. Главный масштаб для топографической карты — это 1 миллионная, да, это самый мелкий масштаб для карт, вот для листов карт. Затем, ну и вот он обозначение, да, N37, да, буква и номер. Следующее, да, пополам делим этот масштаб и получаем из листа миллионного 4 листа карты 500-тысячной, да, 1 500-тысячная. N37 с буквенным индексом B. Следующий 200-тысячный, следующий 100-тысячный. И вот смотрите, 50-тысячный масштаб у нас буква, номер, еще один номер и еще одна буква. Вот что мы и видим вот здесь вот в этой номенклатуре листа карты К43, 35А. Да, то есть вот она, можно было поэтому и определить вот тот самый масштаб. Да, таблицы, вот эти масштабы, соответствие номенклатуры и масштаба, они довольно широко распространены, они есть, они существуют, и это никакая не тайна, но можно было определить еще двумя способами. Вот они, эти два способа. По сетке прямоугольных координат, по ней 1 километр на местности равен 2 сантиметрам на карте, вот она, да, 2 сантиметра на карте, это между соседними линиями, да, вот координат, да, ну и масштабный множитель здесь вот как раз 100 тысяч, да, 100 тысяч на 2, 50, 1 50-тысячная. По сетке геодезических координат, где они есть? Они есть вот на рамке карты, опять же, там нужно было еще в дальнейшем и определить координаты, вот именно по этой рамке координаты определяются. 1 минута широты равна 111,3 километра, да, делим на 60 на минут, то есть здесь 60 секунд получаем на величину 1 и 855 тысячных километра. Вот 1 минута по меридиану составляет 3,7, вот она 1 минута с секундами, 10, 20, 30, 40, 50, 60, да, вот. 3,7, делим полученную величину, да, 3,7 на 1 и 855 тысячных, получаем 2 сантиметра. Вот. Ну и к аналогичному результату можно прийти и по параллели вот Алматы, то есть никаких проблем здесь в определении масштаба листа представленной карты не было. Вот. Следующее. Четвертая часть. Вот как раз определение координат. Для того, чтобы определить координаты по топографической карте, нужно было опустить перпендикуляр на рамку. Не по линиям карты определять, а по рамке. Но, опять же, никаких проблем это не представляет. Вот, то есть по линейке опускаем на одну рамку, на другую рамку из точки, да, опять же, из центра фигуры, которая обозначает здесь церковь, да, вот из центра этого крестика. Ну и получаем 43 градуса, вот она по правой рамке, 14 минут 55 секунд северной широты и 76
градусов 55 минут 44 секунды восточной долготы. Ну, для примера, да, вот я вам привожу, опять же, увеличенный фрагмент нижнего угла карты. Смотрите, указаны координаты нижней точки, да, точки стыковой с соседними местами, 43 градуса 10 минут северной широты и 77 градусов ровно восточной долготы. Опять же, вот, да, этот увеличенный фрагмент. Опять же, мы двигаемся ближе к северу, то есть увеличивается у нас широта у определяемого объекта. Но вот здесь для примера, да, дано, смотрите, 43 градуса 11 минут, да, вот они, минуты. 1, там 2, 3, да, вот эти как раз отрезки. Ну, а это секунды точками, да, 10, 20, 30, 40, 50, ну вот 60. 43 градуса 11 минут, да, вот она широта. Вот. Ну, а в долготе, да, нужно было наоборот считать, то есть назад, отсчитывать. Ну, и если у нас вот здесь долгота 77 градусов, то, соответственно, через 1 минуту назад будет 76 градусов 59 минут. Опять же, по рамке карты, даже не очень хорошо пропечатанной, можно эти координаты определить. Да, то есть здесь никаких проблем это не представляло. Ну и допустимое отклонение, да, естественно, мы закладываем всегда и право на небольшую ошибку вот здесь в определении координат. Это плюс-минус 10 минут и для широты, и для, вернее, секунд, 10 секунд, и для широты, и для долготы. Таким образом, 43 градуса 14 минут и 45 секунд считалось, и 65 секунд тоже укладывалось в верный ответ. То же самое, как и для долготы. 76 градусов 55 минут 34 секунды считалось, и 54 секунды тоже считалось. За определение координат можно было набрать 2 балла. На карте, следующая, пятая часть, на карте встречаются объекты, которые показаны условным знаком. Да, вот он приведен, рисунок этого условного знака в тексте задания. Что это за объекты? Ну, даже не обращаясь к карте, вот, можно было, вот, ну, там несколько действительно таких условных обозначений есть на листе этой карты. Вот я увеличил. Это подземные переходы через улицы. Вот, да, в крупных городах под оживленными улицами существуют подземные переходы, и на топографических картах вот существует такое обозначение. 1 балл за правильный ответ можно было набрать. Ну, пожалуй, самый сложный вопрос, на самом деле он совсем несложный, самое сложное задание, да, но несложное, вот, это определить скорость течения реки Весновки на участке АБ, да, вот он этот участок, я тут совсем небольшой дал, да, то есть небольшое увеличение самого листа, ну и вот увеличенный фрагмент, вот она точка Б, вот она точка А, да, вот они, эти точки. Вот, и нужно, опять же, дана была формула, да, для вычисления скорости течения. И каждый элемент формулы здесь объяснен, да, и коэффициент Шизи для данного участка он равен, да, вот чему. Средняя глубина реки на данном участке, она равна 0,2 метра, то есть 20 сантиметров, и уклон реки. То есть нужно было практически только рассчитать тот самый уклон реки. Да, вот никаких извилистостей здесь считать не нужно было, да, вот дано условие участок считать прямолинейным. Он и на самом деле очень близок к прямой. Ну и все сводится, получается, к вычислению уклона. Ну а уклон вычисляется легко по превышению одной точки над другой. Вот здесь на карте, даже на черно-белой карте, можно увидеть и дешифровать горизонтали. Некоторые из них имеют подписи, но даже если они не имеют подписи, да, вот есть обозначение высот, ну и
смотрите вот по горизонталям. Вот, если это тысячная горизонталь, да, горизонталь, обозначающая 1000 метров, да, а это отметка высоты 1082, вот начинаем считать. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Да, 8 горизонталек между вот этим обозначением. Это значит, что горизонтали проведены через каждые 10 метров. А теперь наша задача определить высоту точки А и высоту точки Б. Ну и смотрим, да, опять же, точка А должна выше быть по течению. Да. Вот она точка А на горизонтальке 7, да, это 1070 метров. Затем дальше идем ниже по течению. Вот она 6, вот она 5 и вот она 4. Да, вот как раз так же изгибается. Почему? Потому что река прорабатывает себе вот на таких участках, ну, долинку, да, вот такую. Вот она здесь, поэтому и изгибается сама горизонталь. Таким образом, превышение составляет 30 метров, да, никаких проблем, да, нет. Ну и обозначить, да, то есть найти это расстояние по карте прямое, да, тоже не представляет никаких проблем. 1,2 сантиметра – это 600 метров на местности. Вот мы, получается, нашли и одно, и другое, да, неизвестное, подставляем в указанную формулу, да, ну и при расчетах получаем 2 метра в секунду. Да, допустимая погрешность тоже есть, 0,2 метра в секунду. Да, то есть чуть меньше, чуть больше, тоже ответ засчитывался как верным. Да, верный ответ. Ну и получается здесь за верный ответ 2 балла. Опять же, не просто ответ, да, уже готовый, а считается он полным, если переведены вот как раз те самые расчеты, да, то есть мы видим ход мысли участника, ну и видим, что участник рассчитывал это правильно. Дальше следовало объяснение рисунка, на фотографии, вернее. Вот. Это часть 7, рисунок дан при распечатке на изображение одного из катастрофических природных явлений, которое произошло на данной территории, как оно называется. Конечно, это сель, или рассчитывалось также как грязекаменные или водокаменные потоки. Вот. Довольно частое явление вот на данной территории. И за этот ответ можно было получить 1,5 балла, 1,5 балла. Лохары не засчитывались вот здесь. Почему? Потому что это совсем другая, как говорят, этиология, да, происхождения лохаров, этих потоков. Что является основной причиной подобных явлений на территории, да, опять же, которая изображена на карте? Ну и вот здесь любая причина засчитывалась, или ливневые осадки, которые приводят как раз к ходу вот этих масс и камней, и воды, и грунта. Это резкое снеготаяние обильное, да, это могут быть землетрясения, прорывы водоемов, которые располагаются выше в горах, да, водохранилищ. Все это засчитывалось. Не засчитывалось единственное здесь извержение вулканов. Опять же, извержение вулканов приводит к образованию лохаров. Это совсем другая история. Вот отсюда тоже не считалось. Ну и в совокупности за часть 7 можно было получить 3 балла. 1,5 и 1,5. Восьмая часть, опять же, в честь, тут внимательное наблюдение за картой, в честь какого транспортного объекта, построенного в период с 1927 до 1930 назван один из районов города. Ну вот один из районов города назван Турксиб, да, и опять же при работе с расчетом уклона реки нельзя не обратить внимание на это название, опять же, даже при невысоком качестве распечатки название довольно
хорошо читается. Вот. Ну, а Турксиб– это Туркестано-Сибирская железная дорога, да, или Туркестано-Сибирская магистраль, сам Турксиб. Вот, достаточно было указать одно из трех наименований этого транспортного объекта, ну и получить также 1,5 балла. И, наконец, 9-я часть, последняя часть, опять же такая расчетная. Вот здесь указывается, что 11 километрами юго-восточнее от территории, изображенной на карте, находится горно-лыжный курорт Чимбулак, да, довольно известный курорт. Нужно было определить абсолютную высоту, на которой находится метеостанция Чимбулака, если известно, что барометр, который установлен на ней, показывает значение на 560 миллиметров ртутного столба, а барометр на метеостанции, которая находится в 1 километре к юго-востоку от церкви, обозначенной цифрой 1,690. Ну, вот он, да, вот она, эта метеостанция, 690 миллиметров она показывает, да, это метеостанция и знак метеостанции, такой треугольничек с флюгером, вот. Но по карте можно было заметить, что имеет эта метеостанция высоту 842 метра. Вот она, 800, у нас 850 на горизонталь, соответственно, вот она 40 на 30, 20, 10, вот она горизонталь 800 там дальше идет, да, ниже. Вот. Ну и метеостанция, вот опять же, там несложно, опять же, вот здесь рассчитать, что 842 метра, да, если разделить вот этот маленький отрезочек на 10 примерно частей, да, то вот как раз 2 метра здесь уложилось. Мы там не будем считать масштаб заложения. Ну и если разница 130 миллиметров ртутного столба, да, а давление уменьшается на 1 миллиметр ртутного столба с подъемом на 10,5 метров, да, вот, соответственно, 130 мы умножаем на 10,5, получаем 1365 на эту разницу. Ну и, следовательно, высота метеостанции Чимбулака, вот прибавляем 842 и 1365, получаем 2207. Ну вот понятно, что опять же допустимы варианты от 2010 здесь до 2410, то есть вот эта вот погрешность тоже мы учитываем вот в определении, там определении высоты самой метеостанции, да, в расчетах, все это учитывается, но даже при такой большой допустимой погрешности можно было довольно точно ответить. Вот 2 балла за верный ответ. Таким образом, суммируем все баллы и максимум за правильные ответы по карте можно было получить 20 баллов ровно. Переходим к тестовым заданиям. Я не буду здесь вот так распространяться, да, пояснять. Единственное, что вот просто-напросто верные ответы, указания на вот какие-то пояснения, связанные с верным ответом. Первый тест. Какие облака имеют вертикальное развитие в условиях восходящей конвекции? Ну, конечно, это кучевые облака. Вот они, кучевые облака, восходящая конвекция. Были даны еще перистые, вот, ну вот они, перистые облака, да, они не имеют такого вертикального развития. Вот они, серебристые облака, специальная фотография приведена. Ну и слоистые облака, да, вот они, слоистые облака, опять же, они не имеют вертикального развития. Вертикальное развитие характерно как раз для кучевых облаков или для кучево-дождевых облаков, кучево-грозовых облаков. Да. Следующее. В пределах каких особо охраняемых природных территорий обитают горные гориллы? Ну и были перечислены охраняемые территории Африки. Да, в основном все перечисленные связаны с саваннами. Вот, ну и только две из них, это Вирунга и Бвинди,
связаны с горами, с горными лесами. Ну и вот они, это практически стопроцентный ареал. Два этих национальных парка, да, два этих резервата, две этих природных территории, практически 100% ареала обитания горных горилл. Следующее. Как называется внесистемная единица измерения объема перемещенной воды морскими течениями? Вот она равна на 1 миллиону кубических метров в секунду. Вот этот 1 миллион кубических метров в секунду называют свердрупом, да, в честь норвежского ученого, океанографа, метеоролога Харальда Ульрика Свердрупа. Вот. Ну, а как другие личности, нельзя, опять же, на них не остановиться. Это Кусто, да, Жак-Ив Кусто. Это капитан Немо, который был придуман гением Жюля Верна. Я надеюсь, что все участники читали произведения Жюля Верна. Ну и, конечно, это выдающийся путешественник наш, советский, российский, телеведущий, Юрий Сенкевич. Ну, а такие внесистемные единицы, вот они есть, да, достаточно сказать об астрономических единицах, да, достаточно сказать вот одна астрономическая единица – это как раз расстояние от Земли до Солнца, да, 150 миллионов километров, да, парсек и так далее, да, такими внесистемными единицами ученые оперируют, то есть такое встречается не только в океанологии. Вот. Следующий тест с иллюстрацией. От какого стихийного бедствия может защитить инженерное сооружение, изображенное на фотографии? Ну и здесь просто методом отсева. Да. Землетрясение не подходит, от землетрясения практически нельзя защититься, а если и можно, то только сооружая сейсмоустойчивые здания. Да. От оползня уж очень он большой, да, оползневые процессы имеют очень большое распространение, да, и практически от них тоже защититься нельзя. Вот самая серьезная защита от оползней – это не трогать оползни, не строить сооружения в зоне оползневых процессов. От паводка, ну, довольно, опять же, трудно защититься, и да, вот тут здесь оно небольшое, да, это сооружение в ширину, да, вот, ну и видно, что оно сетчатое, как раз от селя, от грязи каменного потока, от вода каменного потока, то есть каким-то образом, да, камни здесь задерживаются, вода проходит, ну или теряется серьезно энергия, да, при сходе селевых потоков. Ну вот приведены еще и другие сооружения от селевых потоков, да, селеуловители так называемые. Вот они довольно распространены на территориях, подверженных этой природной опасности. Следующее тестовое задание. В каком из перечисленных городов наблюдается наибольшее среднее годовое значение продолжительности солнечного сияния? Вот. Ну, конечно, здесь Улан-Удэ, в гряду Уфа, Челябинск, Южно-Сахалинская Улан-Удэ. Лидирует, конечно, Улан-Удэ. Вот. Ну, для, опять же, доказательства слов я привожу карту на продолжительности солнечного сияния на территории нашей страны. Ну и видно, что в Улан-Удэ это самое как раз вот здесь большое значение. Но, опять же, это связано с антициклональной деятельностью над Сибирью. Следующий тест чисто технический. Каков будет обратный азимут, если прямой азимут составляет 78 градусов? Понятно, что вот здесь есть вот то самое правило, да, при определении обратного азимута или из обратного прямого. Да, вот здесь, если нужно определить прямой обратный азимут из прямого, и он прямой превышает до 180, то нужно прибавить, да, 180 к исходной величине. Если больше, то нужно вычесть. Ну и вот здесь, конечно, до 180 не дотягивает 78, то есть мы прибавляем 180, получаем 258, но это будет являться верным ответом.
Седьмой тест. Какое соотношение отражает избыточность увлажнения территории? Ну, вот здесь два определения, да, два соотношения сразу отметаются, да, превышение годового количества осадков над годовым показателем объема стока и превышение количества осадков в зимний период над количеством осадков в летний период. Вот определение, да, соотношение под буквами А и Б, вот они, тут над ними следовало бы задуматься, но опять же для тех, кто внимательно, да, школьная программа, кто внимательно, да, относился к изучению вот этого вопроса на уроках в школе, прекрасно знает, что тут главный показатель – это показатель испаряемости, да, и тут приведены как раз две карты – испарение и испаряемость. Ну и, конечно, превышение годового количества осадков над годовым показателем испаряемости – это и есть верный ответ. Это указывает на избыточное увлажнение. Восьмой тест. Какие города не имеют связи по рекам и озерам? Ну, здесь это просто, да, тут не учитывается их судоходность, этих рек, но учитывается принадлежность к бассейнам. Да, и вот приведена карта как раз водосборных бассейнов рек России, и нужно помнить, что какие города не имеют, да, как раз этой общей связи. Ну, прекрасно видно, да, примерно расположение здесь Тамбова, да, и Пенза есть. Понятно, что бассейн один. Екатеринбург и Горно-Алтайск. Тоже на Иркутск и Чита смотрим и как раз видим, что в разные бассейны, да, вот здесь прям по цифрам, 27 Улан-Удэ – это Селинга, да, 28 Чита – это Амур, как раз в бассейне Шилки располагается Амур. Ну и Кызыл и Красноярск, ну прям вот практически на видимости, да, вот находятся эти населенные пункты, эти города, понятно, что на одной реке. Девятый тест. Что такое Зандер? И даны определения. Ну, понятно, опять же, что такое Зандер. Вот здесь показана схема образования Зандер или Зандра или Зандровой равнины. Да, это есть пологая волнистая равнина, которая расположена перед внешним краем конечной морены, которая сложена, опять же, галечником, гравием и песком. Вот отсюда такая слабая волнистость этой зандровой равнины. Вот. Ну, все остальное, понятно, здесь не подходит, да, и отсеиванием можно было догадаться, что это не так. Обратная ситуация, когда дано определение. Процесс последовательной и закономерной смены одного биологического сообщества другим в пределах определенного участка территории, опять же, в результате изменения действия различных факторов. Вот. Что это такое? Ну, понятно, что это сукцессия, смена растительных сообществ. Вот здесь вот как раз она и показана на схеме. Вот, хотя на примере озера, да, озеро Мичиган, но вот она характерна для практически каждой территории. Это процесс, это природный процесс сукцессии. Следующий тест, возможно, сложный, с подвохом. Вот какая из перечисленных субэтнических групп проживает преимущественно на территории России. Ну, две из них, да, группа гуцулов и латгальцев практически сразу отметалась. Вот, ну, а андийцы, гаджалы, вот здесь гаджалы – это те самые родственники гагаузов, проживающих преимущественно на территории Болгарии. Да, вот на третьей отметается у нас. Ну и остаются андийцы. Андийцы действительно это один из древнейших коренных народов Дагестана. Вот предки этого народа появились еще в бронзовом веке на территории современного Дагестана. Вот, ну и довольно своеобразный древний народ, древний субэтнос на территории России, на территории Дагестана. Следующий 12-й тест. Какой город является важнейшим центром нефтехимии, судостроения и авиастроения, а также крупнейшим портом в своей стране? Ну и да, перечисленные города: Амстердам, Бременхафен, Валенсия и Марсель.
Ну вот здесь в данном ряду только Марсель подходит под это определение. Смотрим а, статью о Марселе в большой российской энциклопедии. Ну и вот видим, что это и портовый комплекс крупнейший, да, и здесь производственные мощности компании «Еврокоптер» на выпуск вертолетов и самолетов для пожаротушения. Вот. Ну, а судоремонт и судостроение, опять же, это традиционные отрасли специализации для данного региона. Также здесь есть и крупная нефтеперерабатывающая, нефтехимическая промышленность на привозном сырье. Опять же, это крупнейший порт страны, в том числе и по нефтеперевозкам. 13-й тест. Какая страна занимает первое место в мире по объемам производства урана? Ну, страны довольно, опять же, не последние, да, и Австралия, и Казахстан, Намибия, Россия, вот. Но, опять же, кто смотрит, кто следит за статистикой, легко указывает на Казахстан. Вот показатели 2019 года, 2020 год еще не подведен итог, да, мы видим, что Казахстан занимает, ну, такое подавляющее первое место, да, то есть абсолютное первое место. Вот. Ну и следующая страна, Канада, здесь отстает практически от Казахстана в 3 раза, да, ну и Австралия тоже. Вот. Ну а Россия даже в пятерку не входит по произведенному урану в мире. 14-й тест. У места слияния каких рек установлен обелиск Центр Азии? Ну, опять же, довольно легкое, я считаю, задание. Да, конечно, это Большой и Малый Енисей. Вот это обелиск Центр Азии. Приведены и фотографии старого вида обелиска, и уже реконструированного обелиска Центр Азии. Да, ну, конечно, вот это при слиянии Большого и Малого Енисея. Следующий, 15-й вопрос, довольно интересный. Вот, и мне он больше всего нравится из всего тестового тура. Вот, потому что вот как раз на вопрос на внимательность, да, и на интерес. Очень часто мы слышим о Байконуре, да, очень часто мы видим репортажи о пусках на Байконуре, вот, но вот чем же он является, да, вот, и что это для России, не всегда знаем. Каким статусом наделен город Байконур в отношениях с Российской Федерацией? Ну вот прям приведена цитата из договора, из соглашения между Российской Федерацией и Казахстаном о статусе города Байконур, да, в 1995 году это принято. Мы знаем, что до 2050 года продлена аренда этого комплекса и города у Казахстана. Ну и здесь этот статус соответствует статусу города федерального значения. Соответственно, другие варианты здесь не подходят. 16-й тест. В каком субъекте Российской Федерации континентальный участок государственной границы имеет наибольшую протяженность? Ну и вот перечислены у нас Амурская область, Забайкальский край, Оренбургская область, Республика Карелия. Сразу отметаются, да, Амурская область и Республика Карелия, и заставляет задуматься граница, внешняя граница по субъектам Федерации, вот Забайкальский край и Оренбургская область. Опять же, кто интересуется географией, и тут вопрос вот именно нацелен на тех, кто интересуется и не просто, вот ведет какую-то исследовательскую деятельность, да, интересно читает литературу дополнительную, ну и прекрасно знает, смотрите, что внешняя граница Оренбургской области с Казахстаном примерно 1900 километров, да, 1876. Вот. Ну, внешняя граница Забайкальского края с Монголией и с Китаем превышает эту цифру на здесь 1927 километров. Вот это, пожалуй, самый протяженный отрезок внешней
границы субъекта Российской Федерации вот как раз Забайкальский край. Ну и приведены еще и ссылки на ресурсы, вот как раз и в интернете их можно найти, и в документах, описывающих границу России. 17-й тест. В каком центре авиастроения России в настоящее время действуют предприятия по производству и самолетов, и вертолетов? То есть представлено и вертолетное производство, и самолетное. Ну, из перечисленных городов только Казань подходит под этот критерий. Здесь есть и Казанский вертолетный завод, и вот здесь показан фасад завода, да, и сборочный цех, вот. Ну и Казанский авиационный завод, вот предприятие имени Горбунова, да, опять же показано и фасад предприятия, да, главного здания, ну и цех, в котором производится авиационная техника, производятся самолеты. Следующий тест, опять же, довольно легкий для тех, кто интересуется не просто географией, да, а географией населения, вот, и интересуется характеристиками населения по странам, вот. Ну, а одна из самых главных, да, и наглядных характеристик — это демографическая или возрастно-половая пирамида. Вот на каком рисунке показана возрастно-половая структура населения Кувейта. Ну, даже не читая, да, даже не смотря на цифры, и здесь они совершенно не нужны, по очертаниям, да, самой пирамиды мы видим, что только пирамида Б у нас имеет вот такую флагообразную конфигурацию, да, то есть одна часть очень сильно превалирует над другой. Это часть мужского населения, да, вот над женской, и вот именно в среднем трудоспособном возрасте. Опять же, это связано с особенностями страны, да, с особенностями Кувейта. Вот. Ну и ни одна другая пирамида под эти особенности здесь просто не подходит. 19-й тест. Опять же, довольно легкий тест, связанный с существованием некогда Британской империи. В каком ряду перечислены страны с левосторонним автомобильным движением? Ну вот и карта вам приведена. Стран с левосторонним и с правосторонним движением. Конечно, это Австралия, Кения и Индия. Все остальные не подходят под левосторонние. Ну и последний тест. Через какой пролив проходит около трети грузов, перевозимых морским транспортом. Ну, конечно, можно было, да, бы посчитать, что это Ормузский пролив, потому что Баб-эль-Мандебский, Гибралтарский здесь не подходит. Вот. Но даже одна характеристика Малакского пролива сразу нам выводит его в лидеры. На 30% мировой торговли проходит через Малакский пролив, около 50 тысяч судов в год, огромная просто величина. Вот. Ну и 80% грузов для Японии, Южной Кореи и Тайваня, мы знаем, одни из самых важных направлений морской торговли. Вот как раз, ну и по всем статистическим источникам у нас Малакский пролив в этом ряду лидирует, да, по морским перевозкам. Вот Малакский пролив и является правильным ответом. За каждый правильный ответ, да, вы там заполняли таблицу, буквенное обозначение, да, правильных ответов в таблицу. За каждый верный правильный ответ на тест вам назначается 1 балл, засчитывается 1 балл. Ну и максимум можно набрать за все верные ответы 20 баллов. Таким образом, при при правильных ответах на все вопросы можно теоретически набрать 100 баллов. Я желаю
каждому желаю набрать 100 баллов. Понятно, что это недостижимо, но вот думаю, что большинство из вас с заданиями регионального этапа Олимпиады справились и набрали неплохие баллы. На этом я заканчиваю разбор. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Удачи. Уважаемые участники Олимпиады и коллеги, сейчас мы кратко проанализируем ваши работы. Значит, первая задача 1 для 9 класса. К нашему большому сожалению и удивлению, с этой задачей не справился ни один участник. Не названа была ни Дюна, ни Бархан. И максимальное количество баллов, которое было набрано, это 2 балла. И 2 участника даже не приступали к этому заданию. Задача 1 для 10-11 класса, она была другого характера. И там уже минимальный балл составил 1,5 балла, максимальный 9,5 баллов. Причем вы в своих работах могли видеть, что там пару участников указывали нефтепроводы, но после того, как мы просмотрели разбор заданий, было сказано, что нефтепроводы не учитывать, и они были у нас как бы переоценены. Чтобы это вас не удивило, и как бы апелляции на критерии подавать нельзя, то есть нефтепроводы, кто написал, увидел, что баллы изменены, то есть мы как бы такой ответ учитывать не можем. Так, задача 2, которая касалась природных зон, соотношение земельных ресурсов и природных зон. Здесь как раз наоборот, у участников 9 класса был максимальный балл по этому заданию, из 15 баллов 14,5 баллов было набрано, и минимальный также был у участника 9 класса 1 балл. По этому вопросу, по этой задаче у нас возникло больше всего вопросов в Центральной предметно-методической комиссии. Мы даже писали туда письмо со следующей просьбой, то есть в критериях не были учтены только соотношение земельных ресурсов и природных зон, а вот оказалось, что некоторые участники, например, перепутали Германию с Великобританией, то есть поставили там обрабатываемые земли кормовые угодья поменяли, или, например, Россия, Норвегия, то есть оказали, на наш взгляд, это была незначительная ошибка, потому что были участники, которые страны с умеренного пояса занесли аж тропики в субэкваториальные леса и даже во влажно-экваториальные леса. И это была более грубая ошибка, оказалось все в равных условиях. Поэтому Центральную предметно-методическую комиссию мы написали письмо с просьбой разрешить оценить такие ответы, где правильно указаны природные зоны, в 0,5 или 0,25 балла, 25 балла. Но нам было в этом отказано, вот, и поэтому оценили так, как соответствует критериям. Единственные 2 участника указали в ответах, вот и вопрос, если страны соответствуют ячейкам с прочерком, указали да и нет. И вот мы тоже спросили, как это оценить, можно ли оценить 0,5 балла, если один прочерк на правильном месте, а второй нет. Ну и разрешили оценить 0,5 балла. К этой задаче у нас больше всего как бы вопросов и проблем было с оцениванием, так как вы видите, что многие участники ответили на вопрос, есть ли страны, так как вопрос был с подвохом, написали да. Но в критериях ответ да не предусмотрен, поэтому кто отвечал да, получили 0 баллов. Ну и может было, надо догадаться, что надо было ответить нет по тем линиям, которые были произведены, 6 линий аж было проведено, то есть предполагалось, что все-таки надо написать объяснение причин. Вот. Ну а так вот более-менее с этой задачей справились. Так, Третья задача. Третья задача, как уже было сказано, посвящена крупнейшим диаспорам мира. С этой задачей хуже справился 9 класс. Соответственно, максимальное количество баллов, которые набрал ученик, 8,5, минимальные, а таких было несколько человек, 0 баллов. Многие даже не приступали к этому заданию.
Лучше определили такие диаспоры, как китайскую, индийскую, русскую. Из других диаспор еврейскую диаспору. Лишь один участник определил цыганскую диаспору. Ну и, соответственно, на вопросы, которые были здесь предложены, почти многие догадались о том, что Индия была колонией Великобритании. Также, соответственно, указали, что в оценках численности диаспор 2 и 3 допускаются большие неточности из-за многонациональности государств. Распад СССР отметили некоторые участники насчет государства Израиль, хотя подсказка там была, 1948 год. Были указаны также и Корея, это ошибка. Ну и цыгане не имеют государства, поэтому, соответственно, номер 10 невозможно вычислить индекс. Некоторые участники написали, что это индейцы, но вы понимаете, что они живут в разных странах, и на территории Соединенных Штатов Америки, Мексики и так далее, во многих государствах. И если говорить о, допустим, Соединенных Штатах Америки, то нация американцы – это как плавильный котел, в котором растворились многие и многие народности и нации. Поэтому не засчитывался данный ответ, если указывали, что отсутствует государство у индейцев. Так, среди 11 классов лучший результат – это 11 баллов. Но есть и те ученики, которые не справились с этим заданием, 0 баллов. 4-е задание было довольно-таки интересным, я считаю, для определения отраслевой структуры экспорта и территориальной структуры экспорта. Максимальное количество из участников 7 баллов набрали это 9 классы, минимальное 2. Среди чуть выше результат 10-11 класса, 10 баллов это максимального, но есть, в отличие от 9 класса, и нулевые ответы. Значит, 0 баллов, все неверно. Некоторые почему-то не приступали к выполнению и оставили пустыми местами. Имейте в виду на будущее, особенно 9-10 класс, что нежелательно оставлять пустых колоночек, а вдруг вы бы совпали с тем критерием, который был дан. Практическая часть была довольно интересной. Я бы сказала, карта черно-белая, это уже не от нас зависит. На что тут бы хотелось обратить внимание? Очень многие догадались, что это Казахстан. Отметили также некоторые Алмату. Были здесь и другие примеры по Казахстану. Почти никто не смог определить и указать историческую область, кроме нескольких человек. Ну, а горные системы засчитывались несколько вариантов, как уже было сказано, и это тоже нас радует. Многие правильно определили масштаб карты. С координатами, конечно, довольно сложно. Оказалось, не все справились с заданиями. Сложности были вызваны и с указанием подземного перехода через улицы. Определение скорости вызвало затруднение. Почему тут вызвало затруднение? Потому что не сумели определить, как уже было отмечено, что нужно было только один показатель указать – уклон реки. Соответственно, в школе при изучении вы определяете падение реки и уклон реки. И показатель отмечается на каждый километр. Здесь же необходимо было на маленьком отрезке определить, и это, наверное, вызвало затруднение. Но, к сожалению, не все владеют математикой, и даже правильно поставив цифры, не сумели вычислить 2 метра в секунду.
Имейте в виду, что для равнинных рек скорость очень небольшая. Это всего лишь до нескольких сантиметров. А некоторые написали 40 метров в секунду и так далее. Вы представьте, пожалуйста, даже это невозможно уложить в голове, как за 1 секунду водная масса может передвинуться на 40 метров. Поэтому, конечно, уже 2 метра в секунду это считается горные реки. И, конечно, здесь необходимо теоретический материал рассмотреть и изучить. Многие правильно отметили сели или грязекаменные, водокаменные потоки и указали правильно причину. Те, кто указал, нам пришлось пересмотреть работы, вычеркнуть, если были написаны наводнения или какая-то другая причина землетрясения, нам пришлось не засчитывать вторую часть, какова основная причина подобных явлений. На карте уже был отмечен Транссиб, хотя некоторые почему-то посчитали, что это совершенно другая железная дорога. Транссиб проходит по территории нашей страны на очень многие километры. Южнее, соответственно, озера Байкал до Владивостока. А здесь, соответственно, Транссиб. Лишь маленькая часть Транссиба осталась на территории нашей страны. Сложности были вызваны и определением высоты метеостанции. Поэтому, конечно, пределы и отклонения были уже вам сказаны. Говоря о практической части, практической работе, надо отметить, что среди 10 классов максимально было 10 баллов, минимально 0, то есть все неверно. Среди 10 и 11 класса максимально было 16,5 из 20. Мы считаем, что это хороший результат. Ну и были те работы, которые, соответственно, также были и оценены в 0 баллов. То есть практически ничего не верно. Значит, нужно обратить в будущем внимание, особенно 9 и 10 классу, что подобные работы могут быть. И это могут быть и определение, и превышение одной точки по отношению к другой, и координаты, и масштаб, и различные виды работы, которые связаны с практической частью. Валентина Федоровна, вам тесты остались. Так, по тестовым заданиям тоже справились, как бы, на наше удивление, не очень хорошо. Из 20 вопросов максимальные баллы, это было 11 баллов. Вот, и справились на 11 баллов, получили только 2 участника. И 10 баллов ни один участник не получил, и 9 баллов у 6 участников, у остальных меньше. И минимальный балл по тестовым заданиям – это 2 балла у участника 9 класса. Так, теперь, если у вас есть какие-то вопросы по поводу проверки ваших работ, вы можете написать нам сейчас в чате или для быстрой связи позвонить по телефону. Номер я сейчас продиктую. Вот. Запишите, пожалуйста, если кому-то это надо. 8 965 8 60 26 41. Еще раз повторю. 8 965 8 60 26 41. Вот. И до 19 часов сегодня вы можете подать апелляцию, если вы не согласны с оцениванием нами ваших заданий. Но хочу обратить внимание, что на критерии, если вас не устраивает критерий, который присылает Центральная предметно-методическая комиссия, то вы не имеете права подавать на это апелляцию, то есть критерии мы изменить не можем. Вот по задаче второй, я уже вам сказала, номер 2, про земельные ресурсы, много вопросов возникло. Но если уже Центральная предметно-методическая комиссия решит изменить какие-то критерии, то они нам об этом сообщат, и ваши работы будут пересмотрены. А так уже мы все, что могли, у них спросили. И вот если
не соответствует критериям ваша работа, то, несмотря на то, что вы подадите апелляцию, баллы изменены не будут. Вижу, Василина, нет у вас никаких дополнений. Ну, желаем больших успехов 11 классу. Хорошо подойти и, если выбираете географию, справиться с экзаменом единым государственным, а также по другим предметам. А 9-10 классу тщательнее готовиться к олимпиадным заданиям и к олимпиаде. Поэтому вам больших-больших успехов и самых добрых пожеланий. На этом мы с вами прощаемся. Мы очень рады, что нашлись участники, которые получили высокие баллы, потому что задания каждый год сложные. И надеемся, что они попадут на Всероссийскую заключительную олимпиаду и достойно представят нашу республику. Да. Так, Я хочу еще сказать, что по 9 класс, по 9 это было 9 человек, среди 10 классов 14 и 11-классников было 8 участников. Всего 31 участник. 2 участника писали в Ухте на месте, поэтому послали уже сюда ксерокопии. А то кто-то, может, посчитает, сколько человек, а в списках здесь у нас 31. да, вот еще раз желаем, чтобы у нас участники поехали на Всероссийскую олимпиаду и получили там высокие баллы, стали победителями и призерами. Все, до свидания. До свидания. Ждем ваших звонков и вопросов.